Так, давайте тогда сейчас, перед тем, как обсуждать другие темы, много вопросов мы задаем, будем общаться. Я бы хотел бы вернуться к моей постоянной рубрике «Взрывы домов в 99 году». Как мы знаем, да, многие из вас уже это уже знают, но я еще раз вам напомню и расскажу про новое лицо, про которое я сам был в какой-то степени неведении. И его зовут Владимир Рушайло. И мы сегодня вот посвятим 20 минут сейчас нашего времени, посвятим вот взрывам домов в 99 году. Как мы знаем, взрывом к этим террористическим актам против своих женщин и детей Путин и его банда готовились заблаговременно. Да, это начиналось намного раньше. В какой-то степени мне казалось, что да, это Путин с Патрушевым это все сделали. И как-то Дэвид Саттер сказал, что, знаете такого, да, американский писатель, журналист, расследователь, он сказал, что Ельцин был в курсе, что при Ельцине это все организовывалось. И это подтверждается. Обязательно я приглашу к себе сюда Дэвида Саттера, и мы с ним это тоже обсудим. Заранее готовилось это все. Так вот, когда эти взрывы подготавливались, 21 мая указом президента 21 мая 99 года, это Ельцин тогда еще, Рушайло был назначен министром внутренних дел Российской Федерации, а постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 1999 года был включен в состав президиума правительства Российской Федерации и в июне 1999 года стал членом Совета Безопасности Российской Федерации. Еще мы вернемся к Рушайло, но хочу напомнить ситуацию, как все это развивалось. Подготавливается, уже в мае назначается министр внутренних дел Рушайло. Это тот самый министр, чьи подчиненные задержали в Рязани 2 сотрудников ФСБ. И Рушайло доложил, потому что его задержали, да, по цепочке вверх пришло, Рушайло получил информацию, что задержан, и он сообщил, в том числе Патрушеву, что вот нами задержан, предотвращен террористический акт. Потому что экспресс-анализ сразу же показал, что там был гексоген, детонатор, ну все как положено. До этого произошло 4 взрыва. 1 в Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. Дома в Москве взрываются, мирные люди, женщины, дети, старики убиваются. И поэтому все в Рязани, абсолютно все убеждены, что это террористический акт на тот период времени. И сейчас, наверное, ну тогда вот ищут, еще не задержаны тогда двое, если исходить из этого, находят мешки, 3 мешка, сложены крест-накрест, фото, видео, всего этого имеется. И надрез на мешках, и лежит детонатор. Обычно Casio, вот эти часы, которые поставлены на 4 с чем-то там, утра. Вот они достают эти. 100% все уверены, что ловим чеченцев. 100% чеченцев или кто связан с чеченцами, да, непосредственно их ловят. Достают мешки, сразу экспертиза, ну представьте, что будет делать начальник местного там, Рязанского ОВД, если вот такое дело. Тут он уже мечтает, что у него сейчас генеральские погоны, сейчас он 100% сейчас он идет на повышение в Москву там, и так далее, и так далее. И проводится тщательно все, проверка проводится досконально, все как положено. Сразу же экспресс-анализ подтверждает, что это взрывчатое вещество, гексоген и так далее, и так далее. Потом задерживают 2 лиц. 2 человек, они говорят по телефону, и прослушивающая телефонистка сразу заподозрила, он говорит, дама ушла троллейбусом, видимо поездом, имеется в виду, или электричкой уехала из Рязани. 2 мужчин остались там, и они собирались покинуть Рязань и выехать. Они звонили на конспиративную квартиру ФСБ в Москве. Ну, тогда еще неизвестно. Она слышит, телефонистка, вот этот разговор, все прослушивается, идет четкое отслеживание.
Сразу идет задержание этих людей, эту квартиру окружают, берут этих людей в плен, они оказываются ФСБшниками. И Владимир Рушайло докладывает: так и так, нами проведена успешная операция, нами задержаны 2 террориста, там 2 подозреваемых там, в терроризме и так далее. И в этот момент выбегает Патрушев и заявляет, что это был не сахар, не совсем чисто сработали, это был не взрыв, там, ну, бред, короче, несет, обычно отмазывается. Вот такая вот ситуация происходит. Что должен сделать министр внутренних дел? Да? Министр внутренних дел это такой же весомый человек, да, ну, как и директор ФСБ. Да? Ну, ФСБ в России, конечно, на главнее, но по идее, да, это такой же человек, силовик, генерал, который должен там стоять на страже закона, на что он присягал. Но присягал, видимо, Владимир Рушайло ФСБ, ну, КГБ и так далее. Так вот, Владимир Рушайло был награжден секретным указом звездой Героя России. Русские, за то, что ваших женщин, детей и стариков взорвал Владимир Рушайло, он был награжден звездой Героя. Давайте посмотрим, как это происходило. Затем, после этого, Рушайло, ну вот тут пишется, что в 1999 году был включен в состав президиума, а 21 мая 1999 года назначен министром внутренних дел России. То есть, перед тем, как провести операцию по взрывам домов в Москве, в России, был поставлен, зная, что расследовать взрывы домов будет МВД, министром внутренних дел назначается Рушайло. Вот какая идет подготовка. Министром МЧС, который занимается сокрытием, да, зачисткой этого места после того, как произошли взрывы, назначается сегодняшний министр обороны нападения Российской Федерации Шойгу. Так вот, смотрите, что здесь мы видим. Вот это официальное, это лживая, до 90% правда и 10-20%, там 80-90% правда, 20-10% ложь. Просто наглая ложь на этой Википедии. Так вот, смотрите, ну здесь особенно что касается Чечни, там, Украины, Грузии, вот в этих местах. Они все делают тянут на свою сторону. При всем при этом, как бы это международный сайт Википедия, и он должен был быть бы как бы объективным и так далее. Ну, я не знаю, почему это терпится. Ну, давайте не будем об этом. Короче говоря, с августа 1999 года Владимир Рушайло участвовал в руководстве боевыми операциями федеральных войск и против вооруженных бандформирований на территории Дагестана и Чечни. Возникает вопрос. В 1999 году в августе взрывы домов происходят только в сентябре. Как на территории Чечни Владимир Рушайло ведет боевые действия? Вопрос. Объяснение, конечно, этому есть. Как вы видели, наверное, этот ролик, где Басаев рассказывает, да и другие наши командиры и руководители страны рассказывают, что они задерживали людей, у которых там проходил воинскую службу там, в 98 году, в 99 году на территории Чеченской Республики Ичкерия. У него там в военном билете это записано, да, там, у убитого, у пленного и так далее. Поэтому мы знаем, как это все делалось. Но они-то не говорят, что вот там войну они начали там 22-24 сентября, сразу после того, как в Рязани были задержаны ФСБшники. На второй день они начали бомбить уже окрестности и сам город Джохар.
Так вот, смотрите, далее. Закрытым указом президента Российской Федерации от 27 октября 90 года за мужество и героизм проявлены при выполнении специального задания генерал-полковник Владимиру Борисовичу Рушайло присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда» номер 507. Вот вам, дорогие мои русские, да, вот о чем я вам говорю. Вот вас убивают, ваших женщин, детей, стариков убивают, и за выполнение особо специального задания Рушайло награждается звездой героя. Потом кто-то возмущается, что там Ямадаевым дали там звезду героя, Кадыровым дали звезду героя. Так вот, Кадыровы, Ямадаевы не убили русских, они всегда были на стороне вас. А вот эти, Рушайло, Путин, Шойгу, Зданович, Патрушев, еще много этих фамилий. Эти люди убивали вас и за это получали. Поэтому, когда мне говорят, что Кадыров там получил звезду героя за то, что он в 16 лет там убил первого русского и так далее, это все ерунда. И когда вы говорите, ну как же, вот назначили там человека, который убивал русских, вами всегда правили люди, которые вас убивали. И вы этим гордились, например, тем же Сталиным, которому вы до сих пор поклоняетесь. Вроде бы угрозы нет, ладно, тогда было страшно там и так далее. Сейчас никакой угрозы нет, все равно поклоняетесь Сталину. Далее смотрим. Впервые о присвоении звания Героя Российской Федерации Рушайло заявил журналист и депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин в «Новой газете», напомню, в 2003 году. А официальная информация появилась только в 2008 году на сайте Совета Федерации. Из анализа доступной информации некоторые исследователи делают вывод, что указ был подписан президентом Российской Федерации Борисом Ельциным 27 октября 1999 года. Вот мы наблюдаем прямую связь человека, да, вот допустим Ельцин, на тот период времени он является президентом еще. Да, как мы знаем, он на Новый год сделал обращение и там назначил Путина своим преемником. Что в демократической стране, в принципе, это ненормально. Но ладно, демократической страной Россия никогда не была. Так вот, Ельцин, на тот период президент, он видит, что задержаны два сотрудника ФСБ внутренними органами МВД. И вместо того, чтобы отпустили же, да, двух ФСБшников, да, мы уже все, больше этих ФСБшников не видели. Вместо того, чтобы этих ФСБшников, чтобы этого министра внутренних дел посадить за то, что он не продолжил это расследование, да, этих ФСБшников не привлек к уголовной ответственности. Его награждают секретным указом за специальное какое-то там задание, мы знаем какое-то задание, звездой героя. Поздравляю вас, дорогие россияне. Еще раз, русские, мы не хотим с вами жить из-за того, что вот это над вами творят, и вы с этим согласны. Вот, ну, не хотим мы. По отдельности вы каждый нормальный, там, многие из вас нормальные люди. Но как страна, это просто, это терроросия. 21 января 2001 года стал членом оперативного штаба по управлению контртеррористическими действиями на Северном Кавказе. Владимир Борисович Рушайло далеко пошел. Дальше начал творить геноцид. И я абсолютно уверен, что в материалах уголовного дела в Гааге, конечно же, вот этот лысый чувак обязательно будет фигурировать. Так как является соучастником геноцида, участником непосредственным геноцида чеченского народа. Указами президента Российской Федерации от 28 марта 2001 года Рушайло был освобожден от должности министра внутренних дел Российской Федерации и назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. О, видите, как дорос. 9 сентября 2002 года Рушайло попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Петропавловск-Камчатский или Елизово. Там погибло 5 человек и так далее. Не знаю, это могло быть специально, могло быть случайно. Также
Рушайло является членом Совета попечителей Московского английского клуба. Ну, видимо, с англичанами там мутят. Так, 5 декабря 2007 года депутатами Архангельского областного собрания Рушайло избран членом Совета Федерации от Архангельской области. Из 54 проголосовавших депутатов 42 дали голос за Рушайло. Посмотрите, Архангельские 42 депутата отдали за человека, который взрывал вас, русские. Дело не в одном Рушайле и в одном Путине. Дело во всей этой власти. Так, постановление Совета Федерации, ну вот он сейчас является там сенатором, там, представителем от Архангельской области, до сих пор, по-моему, он им является. Ну, что еще? Вот тоже интересно, поделиться надо же, надо ему заработать, там, детям, внукам, старость, пенсия и так далее. 22 августа 2008 года был избран президентом Института международного права и экономики имени Грибоедова. 13 мая 2010 года был назначен на должность специального представителя президента Российской Федерации по развитию отношений с Киргизией. Киргизы, держитесь. Так, ну это в 2010 году еще было. А 30 октября 2013 года на должность вице-президента ОАО АК «Транснефть» по безопасности. Вот это и есть его пенсия. Да? Вот тут он уже зарабатывает деньги и имеет свой стабильно $1 миллион, как минимум, в месяц, ну и так далее. 7 февраля 2019 года уволен из «Транснефть» в связи с выходом на пенсию. 6 августа 2014 года указом президента России уволен с военной службы в отставку. Вот этот человек является непосредственным убийцей чеченских женщин, детей, но до этого он убил, конечно же, русских женщин, детей. Вот сейчас посмотрим короткий ролик. От Архангельской области Владимир Рушайло и заместитель главы региона по социальным вопросам Сенатора. побывали в районном центре социальной помощи семье и детям «Скворушка». Сенатор привез особым детям новые многопрофильные инвалидные коляски, оснащенные специальными приспособлениями для безопасности и комфорта малыша. Еще один подарок – лекотека, современная интерактивная. За то, что тогда убили 307-310 русских в 99 году, а после этого, наверное, еще очень много, он принес 4 кресла. Игровая система для обучения детей с проблемами развития. Таких подопечных у Сибирского центра около 240 человек. Кроме того, здесь оказывает помощь маленьким пациентам из других районов юга области, трудным подросткам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Спасибо большое. Спасибо, солнышко. Спасибо, трогательно. Да, очень трогательно, да. Это, конечно, не тот ребенок, который проживал там в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Те дети уже погибли. Ну, вот видите, такая ситуация. И тоже очень важно, хотел показать вам один ролик. Этот ролик обязательно, я его скачал. Этот ролик, интервью, это 25 марта 2000 года. Его, конечно, надо весь смотреть. Он час 2 минуты, час 3 минуты почти. Ну, хотелось бы сказать, что вот сейчас, о чем они говорят. То, что сейчас я Доренко слушаю, сейчас его уже нету в живых. Просто, ну, конченый мерзавец. Вот эти Доренки, это такие же, как и Рушайлы. Он тут такие вещи говорит, там, он просто жаждет чеченской крови, да. Рушайло в этом смысле более сдержанно себя ведет. Ну вот, давайте посмотрим, что скажет здесь Рушайло. Это просто его оценка бандитов. Если даже они перекрасятся и станут там чернокожей женщиной в результате множества операций, вы можете... Это он говорит про чеченских бойцов, которых он называет террористами, там, похитителями людей там, и так далее. И все сводится к тому, сидит перед ним человек, который непосредственно задержал
его ведомство задержало 2 ФСБшников, потом отпустили, весь мир об этом знает, с наглой рожей сидит вот этот Доренко, и ему рассказывают про взрывы домов, что вот там, а как и так, и тот тоже отвечает. Ну посмотрите, что он говорит. Сказать, что даже в этом случае вы найдете их даже в Антарктиде. Я имею в виду, если такое политическое решение. Я могу сказать только одно. Наше видение и те требования, которые предъявляются к нам со стороны исполняющего обязанности президента. Мы всех достанем и ко всем примем меры в соответствии с нашим законом. Те, кто будет оказывать сопротивление, будут просто уничтожены. Полицейский режим в Чечне, режим, который, на мой взгляд, дает сбои, в тех местах, которые прошли без жестких зачисток. Именно в тех местах, которые прошли без боев, где жители сказали, что они верны федеральной власти, не будут сопротивляться, именно в этих местах, я подозреваю, находятся тайники, именно в этих местах концентрируются боевики, именно из он этих подозревает, мест такой он постам. провидец. Эти места просят, вопиют о жесткой зачистке сегодня. Жесткой зачисткой. Ему мало то, что они творят. Я разделяю вашу точку зрения о том, что меры при вхождении в населенные пункты должны быть жесткие. Незаконно хранящееся оружие должно быть изъято, так же как и боеприпасы и взрывчатые вещества. Но я, к сожалению, констатирую, что даже после зачисток в населенных пунктах появляется и оружие, и боеприпасы, поскольку запретить передвижение граждан по Чеченской Республике нельзя, да это невозможно. То есть люди приходят, уходят, это мирные жители, и с собой они, конечно, приносят разные вещи. Но время от времени повторять меры контроля? Безусловно. Мы повторяем систематически меры контроля. Более того, даже проведя одну зачистку, спустя несколько часов в этом населенном пункте иногда может быть проведена повторная зачистка. Я хочу сказать о другом, что у бандитов нет никаких норм ни морали, ни совести. Вот они часто говорят о религии. Так, мне кажется, религиозные устои тоже под большим вопросом, поскольку мы столкнулись неоднократно. Ну, представьте, человек, который непосредственно своих граждан, своих русских взрывал, который покрывал это все, который не расследовал. И он тут рассказывает про какие-то религиозные, какие-то нравственные, моральные качества людей. Это самый грязный преступник, который вообще живет на земле на сегодняшний день, наравне с Путиным, там, с Дугиным там, и другими мерзавцами. С фактами, когда оружие прячется в могилах и в гробах. Смотрите, как они нас представляют, что вот такое впечатление, что мы массово все прячем оружие в могилах там, и так далее. И был ли такой случай или нет, я не знаю, возможно и был. Но смотрите, как они это рассказывают. Вот какие-то там вообще плохие люди, эти чеченцы. Из могил была извлечена зенитная установка, неоднократные случаи в местах захоронений. Но это при наличии естественной информации. Мы из гробов изымаем оружие и боеприпасы. Один такой момент для тех, кто не в курсе. Чеченцев не хоронят в гробах. Ну, русскому соврать, что высморкаться. Вы сами понимаете, что перерыть все кладбища и вскрыть все гробы, это просто, так сказать, невозможно. Все гробы скрывают. По религиозным мотивам это нельзя делать. Но тем не менее, вот так они себя ведут. Бандиты, они и есть бандиты. Для них нет правил поведения, нет законов. А мы живем в законодательном пространстве. Я надеюсь, что время от времени вы сможете информировать наших зрителей. Бандиты, они и есть бандиты. Путин у них бешеный пес, бешеная собака. Это и есть бандиты. Так что давайте сейчас перейдем к вашим вопросам. И обсудим эту и другие еще темы.